Держащий Сатарскуах. Здравствуйте, уважаемые зрители. Пснахабар продолжает работу. Я рад приветствовать в нашей студии участников движения Харах Пицунда Александра Парганджия и Давидова. Вчера мы все были участники, зрители, потом во второй части митинга, который проходил, мирного митинга, который проходил в Очамчире. И я бы хотел поговорить о том, что произошло вчера, узнать вашу оценку и дальнейшие планы Харах Пицунда. Александра, первый вопрос задам тебе. Как тебе митинг в Очамчире? Знаете ли, Иван, я бы хотела начать с того, вообще, почему меня как сухумчанку волнует этот вопрос. Ну, в первую очередь, вплоть до недавнего времени вопрос об апартаментах, он касался всей республики, и вдруг с недавних пор он решил остановиться на восточной части Абхазии. Вот. Но из речей глав администрации других районов мне стало очевидно, что жажда прецедента и развитие этого проекта в других регионах у них тоже присутствует. Поэтому, в принципе, Абхазия — это унитарное государство, и у нас нет какой-то привязки к регионам, и каждый метр, каждый акр этой земли, и судьба этой земли волнует меня как гражданина. Поэтому, мне кажется, такой тезис о том, что вот это вопрос очамчирцев только, или там тукурчейцев, или жителей Восточной Абхазии, он в корень неверен. И, в принципе, даже если говорить об очамчирцах, они вчера показали свою позицию. Может, моя коллега хочет про митинг подробнее рассказать? Да, на самом деле очевидно становится, что вот эта вот локализация закона — это попытка использовать Восточную Абхазию просто как разменную монету. Они очень зря понадеялись на то, что в Восточной Абхазии не окажется людей, которые проявят вот эту вот смелость, активность для того, чтобы противостоять этому закону. Но митинг показал обратное. Митинг показал, как много в Очамчирском районе, в Восточной Абхазии, в принципе, людей, которые готовы бороться за свою землю, за свое будущее. На самом деле, после митинга очень смешанные ощущения, потому что, с одной стороны, это так воодушевило, правда, действительно, видеть такое огромное количество людей, тех, кого ты знаешь, новые лица, абсолютно незнакомые, люди, которых ты не ожидал увидеть, и понимать, насколько большая на самом деле поддержка у активистов, у гражданского общества, у оппозиции в этом вопросе, насколько неравнодушные люди живут здесь, насколько все действительно хотят отстоять Абхазию. Но... Я бы хотел, вот если позволите, чтобы мы разбили вчерашний день на 3 части, да. И пошли поэтапно. То есть Очамчира, Мукашта и Сухум. Вот ваши впечатления от каждого из этих этапов? Очамчира, наверное, это вот самый сложный этап был, потому что там, думаю, многие видели возмутительные видео, записи, прямые эфиры оттуда. Действительно, большую злость вызывает поведение представителей власти в Очамчире, потому что уже до начала митинга отключили электричество, заняли помещение, в котором должен был проводиться митинг. Буквально 2-3 речи успели сказать собравшиеся, прежде чем микрофон отобрали. Уважаемых людей просто вытолкнули с лестницы. Представители, сотрудники правоохранительных органов начали теснить толпу. Все переросло в такой достаточно масштабный конфликт. И нет никаких сомнений, исходя из поведения представителей власти, что это абсолютно намеренно, что митинг был действительно сорван. Это не что-то, что произошло стихийно из-за того, что собралось большое количество людей с разным мнением. Нет, мнение разнилось только у тех, кого туда просто согнали. Это вот люди, которые работают в администрациях, которых заставили приехать, люди, которые работают в правоохранительных органах, и людьми, которые туда собрались выразить свой протест. Было очевидно, что есть намерение не позволить высказать свое мнение. Это прямое нарушение конституционных прав. Это нарушение права на свободу слова, права на свободу собрания. И это очень больно видеть на самом деле. И судить об этом можно на самом деле по действиям и по результатам действий. То есть если бы
туда приехали люди, чтобы чтобы показать какой-то плюрализм мнений, то были бы спокойные цивилизованные дебаты. Если бы представители правоохранительных органов, если бы им был отдан приказ защищать собравшихся людей, то они бы защищали собравшихся людей. Однако каждое их действие, каждый указ их начальства приводил только к эскалации ситуации. И если бы они приехали туда защищать собравшихся, то они бы защищали их в Муквашта, они бы защищали их на площади Свободы тоже. Но в Очамчире они защищали здание Дома культуры, а в Сухуме они защищали здание парламента, к которому ни один человек не подошел. А говоря о Муквашта, мне кажется, что это имело даже обратный какой-то результат для них же самих, потому что я, например, глубоко верующий человек, и мне кажется, многие из присутствующих на Муквашта рассматривали это как некий знак, потому что это священное место, и собрать разгневанную толпу в таком месте — это историческая поляна, и мне кажется, что это в долгосрочной перспективе принесет им обратный результат, нежели тот, который они хотели видеть. И в контрасте собрание, речи на Мукваште и так далее, все прошло в максимально мирной обстановке, без каких-либо провокаций, столкновений. Как, в принципе, и собрание на площади. Да, спасибо. Я подумал, знаете, если одним словом описывать каждую эту локацию и то, что там происходило, по Очамчире я сказал бы, что это нерв, по Муквашта это энергетика или дух, и по Сухуму я бы сказал, что это надежда. И вот хотелось бы перейти к третьей части, к Сухуму, потому что к моменту, когда мы все приехали в Сухум, сюда начали стягиваться десятки, сотни людей. И что очень важно, на мой взгляд, что отличает вчерашний митинг от огромного количества митингов, которые когда-либо происходили в Абхазии, что это не был действительно митинг оппозиции, потому что мы видели людей, которые в первый раз в своей жизни в 30, в 40, в 50 лет приходили на митинг. И вот хотел бы перейти к Сухумскому такому собранию и к тем результатам, которые были вчера. Вот как вы думаете, что нужно делать дальше и что мы можем сделать дальше, чтобы остановить этот процесс? Я думаю, что очень важно, чтобы на самом деле это вещи, которые были озвучены много-много раз уже с того момента, как закон впервые появился в своей изначальной редакции, а потом в нынешней редакции, это то, что очень важно доносить до людей, что на самом деле он за собой несет. Потому что со стороны власти происходит очень серьезная дезинформация, то есть они пытаются подменять понятия, чтобы выдать этот закон за какое-то развитие экономики, развитие каких-то абхазских ресурсов, развитие страны в принципе, хотя это не развитие, это замещение, это вот такой практически полноценный отказ от перспективы на собственное какое-то будущее, которое мы контролируем, которое мы делаем для себя, для своих близких. Вместо этого мы просто отдаем, как будто бы это нам никогда и не нужно было. Я думаю, что Сана на самом деле изучала международный опыт в этом вопросе. Она может немного рассказать про то, как повлияет на экономику страны принятие этого закона. Мы послушаем. Да, я вот смотрела недавний эфир, в котором присутствовал президент и главные лоббисты данного законопроекта, и мне очень врезался в память тезис депутата Резо Сантария, где он говорит о международном опыте успешном и конкретно приводит пример Кипра. И, знаете, совершенно неглубокий анализ этой ситуации, он позволил показать, что, да, действительно, какой-то внешний экономический прирост, там, ВВП и так далее, он есть, но это всего лишь обертка. Это красивый фантик, а ситуация в реальной жизни у местных жителей, она абсолютно иная. И несмотря на то, что последние 10 лет на Кипре происходит бум строительства вот этих апартаментных комплексов и так далее, местное население
разрыв в благосостоянии местного населения, он очень увеличился между бедными и богатыми. И там на сегодняшний день, несмотря на все эти новые объекты недвижимости, которые появились на Кипре, наблюдается колоссальный жилищный кризис, потому что молодые семьи не могут себе позволить купить недвижимость. Более того, они не могут... Средняя заработная плата на Кипре не позволяет им внести минимальный первоначальный взнос банковский. И кроме того, очень примечательно было, что даже арендная плата на сегодняшний день уже превышает среднюю заработную плату на Кипре. И помимо того, что возросла цена на недвижимость, это все повлекло за собой рост цен на сырье, стройматериалы, их транспортировку, электроэнергию. У них в отдаленных местах, где инфраструктура не была так развита, у них наблюдается нехватка воды, проблемы с электричеством. Более того, из-за того, что не развиты канализационные вот эти системы, уровень кишечной палочки превышает в 2 раза норму, предусмотренную ЕС. И очень сильно меня насторожил тот факт, что на сегодняшний день практически половина всех сделок, которые происходят на Кипре по покупке недвижимости, они совершаются иностранными гражданами. То есть все меньше и меньше процентов местного населения могут себе позволить приобрести недвижимость. Это касается в первую очередь молодых семей. Такой опыт, он не только на Кипре абсолютно. Если говорить о мировом опыте и использовать его как аргумент, то такая ситуация наблюдается и в Испании, и в Хорватии. В странах Южной Америки, например, в Мексике, там, в принципе, местное население, оно не имеет доступа к своему побережью и так далее, потому что все занято резортами, которые предназначены только для иностранцев. И это, помимо того, что это влияет на жизнь местных жителей, это влияет на все сферы малого и среднего бизнеса, на туристическую сферу. Это изменило облик культурный многих городов, их уникальную атмосферу. Вот. Ная очень интересный факт про Африку рассказывала. Да, на самом деле хочется еще сказать, что вот ты сказала про отсутствие доступа к прибрежным зонам. Это ведь очень знакомая ситуация для Абхазии. 30 лет вот того периода, когда абхазы были виновным населением на своей собственной земле и не получали доступа к прибрежным районам той самой благоустроенной Абхазии, которая была благоустроена для кого угодно, но не для них. Это очень напоминает пугающую ситуацию в африканских странах, где, да, там в огромных объемах есть инвестиции, но так получается, что под видом этих инвестиций происходит просто захват ресурсов, и из этих стран выкачивают намного больше экономических ресурсов, чем туда вкладывают. 46 стран Африки, по недавним исследованиям, получают в виде помощи от европейских стран около 20 миллиардов долларов, но эти деньги, во-первых, не влияют на качество жизни населения, оно стремительно ухудшается, а получают те же самые страны, которые вкладывают эти деньги, используя ресурсы Африки, около 1 триллиона долларов в год. То есть это огромная разница между намерениями, которые обозначены, и реальным эффектом подобных инвестиций. Это вещи, которые нужно понимать, это вещи, которые показывают, что этот закон, он не просто неэффективный, он не просто нецелесообразный, он по-настоящему опасный и губительный для экономики страны. У нас здесь живут люди, которые собираются как-то связывать свое будущее с Абхазией, которые собираются продолжать здесь жить, которые надеются, что их дети продолжат здесь жить. И они, я не знаю, как они смогут построить свое будущее в условиях, которые создаст для нас принятие этого закона. Говоря об этом, я вот даже сегодня просматривала объявление на Абхазавто, и я у меня нет трофейного наследства, у меня нет богатых родителей-коррупционеров, которые мне купят дом и так далее. Я вот молодой гражданин, который собирается здесь строить семью, и первая проблема, с которой сталкивается молодая семья, это проблема жилья. И я уже сейчас, при условии, что я буду ежедневно работать, а я собираюсь работать честным трудом, не могу себе позволить даже однокомнатную квартиру где-то за городом в аварийном здании. Какая цена сейчас примерно? Я вот в этих новостройках, которые уже есть в Сухуми, видела цены там от 16 миллионов и так далее. Причем я видела объявление о вилле, которая продается
в регионе Тосканы в Италии, и в рублях это получалось 14 миллионов. И я не понимаю действительно даже вот если как бы кто купит квартиру за такую цену в Абхазии, где нет стабильного обеспечения светом и там другими необходимыми... Для них это будет сделано. Ну, не знаю, мне кажется, что, безусловно, местному населению, да. Мне кажется, что помимо того, что нужно учитывать международный опыт, который довольно тревожный, очень важно местные особенности тоже учитывать. И у нас на сегодняшний день огромное количество проблем, и одна из главных проблем – это огромный уровень коррупции, которые не дадут реализоваться этому законопроекту вот в тех покрытых сахарной глазурью, таких розовых очках, этих идеальных вариациях, как сказала Беслан Кварча, highly likely вариантах, которые предлагает власть. Мне кажется, это невозможно. Я хочу вот перейти уже, наверное, к финалу нашей беседы. И вот нас ждет сессия. Сессия парламента. Вероятность, что власть вынесет этот вопрос на сессию, равна, наверное, 100%. И как вы видите настроение в обществе, и как вы видите итог этого противостояния народа и власти? Тут на самом деле... Про динамику. Вот мне очень важно, чтобы вы как бы вот именно про динамику, потому что есть ощущение, что огромная недооценка реальной ситуации в обществе. Да, я абсолютно согласна. Мы от движения запустили недавно флешмоб. Нет апартаментов в соцсетях, просто в соцсетях. Я не говорю о том, что на митинге было огромное количество людей и в Сухуми, и в Очамчире, но вот просто по высказываниям граждан, высказываниям ребят, с которыми я даже не знакома, потому что они постят на своих страницах, очевидно, что тысячи людей не согласны с этим законом. У нас огромное количество образованной молодежи, которая прекрасно понимает, к чему это все приведет. У нас огромное количество взрослых людей, на самом деле, которые боятся того, что этот закон может сделать с нашей страной. И из того, что я видела вчера, среди них всех наблюдается воодушевление и готовность к работе, к тяжелой, кропотливой работе над настоящим строительством государства, а не тем, что этот закон называет строительством государства. Я думаю, что очень важно отметить, что каждый человек, которого я вчера видела, готов был стоять всю ночь, готов был стоять всю неделю и будет готов стоять в день заседания, просто чтобы показать нашим народным избранникам, что мы не согласны. Это не то будущее, которого мы хотим для нашей страны. И для тех людей, которые пока еще не уверены в том, какое у них мнение, хочется дать им понять, что это что-то, что изменит и качество жизни их самих, и их близких, и даже физический облик нашей страны. Изменит до неузнаваемости, изменит абсолютно все необратимо, и мы потеряем намного больше, чем сможем приобрести. Хотя мне кажется, что таких людей становится все меньше с каждым днем, но если все еще есть люди, которые считают, что законопроект меня не коснется, возможно, в первую очередь он действительно коснется тех, кто задействован в туристической сфере, в гостиничном бизнесе, но далее он затронет все сферы малого и среднего бизнеса в Абхазии. И если у вас магазинчик или салон красоты, или, я не знаю, фитнес-клуб и так далее, кондитерская, он затронет всех. Поэтому самое время сейчас — это обращение именно к тем, кто считает, что их это не коснется. Самое время немножко задуматься и попробовать проанализировать информацию и понять, что да, действительно, это закон, который затронет всех. И хочется немного поговорить о том, внести какую-то ясность в то, что прямо сейчас
может сделать каждый гражданин Абхазии. Это вот есть вещи, на которые способны мы все, которые какие-то из них занимают больше времени, какие-то из них занимают меньше времени, но это вещи, на которые у вас есть полное право. Одна из этих вещей – это разговаривать с вашими близкими об этом законе, рассказывать им, почему он губительный, рассказывать им, почему важно проявлять активную гражданскую позицию. Другая из этих вещей – это попытаться достучаться до депутатов. Каждый из вас голосовал в своем округе. Каждый из вас знает, если не знает или не помнит, можно проверить на сайте парламента, какой именно депутат представляет вас и ваши интересы. И помните, что это задача, это причина, по которой они находятся в парламенте, чтобы представлять конкретно вас и ваше мнение. И у вас есть полное право донести свое мнение и донести свои интересы до вашего депутата. И также попросить обозначить свою четкую Да, позицию. разумеется, Не попросить, узнать его да. позицию в день заседания или в ночь заседания, а попросить в публичном пространстве обозначить свою четкую позицию за или против. Да. Это та работа, которую вы можете проводить вот в то свободное время, которое у нас есть, очень небольшое время, потому что нам не дали его, между сегодняшним днем и днем сессии. А в день сессии у нас у всех есть сверхзадача показать, что нас много, показать, что мы не согласны, показать, что нам не все равно, и показать это своим присутствием. Присутствием в день сессии возле парламента, чтобы каждый депутат, даже если он никого из вас не слышал, мог взглянуть в окно и увидеть вас. И это что-то, что мы на самом деле обязаны сделать. Обязаны не кому-то другому, обязаны самим себе. И будущим поколениям. Да, и будущим поколениям Абхазии. Да, и вы есть и настоящее, и будущее, и молодое поколение Абхазии. Я благодарен, что вы пришли сегодня в студию. Я хочу сказать, что абхазский путь, он очень такой тяжелый путь. И если в войну нужно было победить, в блокаду нужно было выстоять, то сейчас нам нужно не позволить продать свою страну. Поэтому не подписывайтесь на Апснахабар, но обязательно приходите на сессию парламента. Это важнее. Спасибо. Обзирался.